Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема будет такой: что сейчас с ним происходит, что сейчас происходит в его жизни. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Давайте я еще на оракуле посмотрю. На оракуле мы сделаем именно диагностику на мужчину. Кто он такой? И вам будет легче, да, вы сразу поймете, про вашего ли это мужчину отсыпка. Ну и мне тоже будет проще понять те рисунки, которые я вижу. Потому что рисунки очень противоречивые. Так, мужчина, которого вы загадали, кто он такой, что он из себя представляет? Ой, какой хитрый. Понятно. Первый аркан, который вышел на этого человека, это аркан мыши. Этот аркан характеризует вашего мужчину как такого, знаете, мелкого обманщика. Я понимаю, что вам может быть неприятно это слышать, но, девочки, все мы не без греха. Да? У вашего мужчины есть такая особенность. Он любит искажать реальность. Да? Может быть, он и не специально обманывает, но вот так его воспитали, либо такой пример у него был перед глазами, либо ему так проще, либо так удобней. Да? Человек, который может пообещать и забыть, человек, который может там с 3 короба наговорить, а потом сказать: ой, нет, а я не помню, а я не знаю. Человек, который может обмануть как и в мелочах, так и в чем-то серьезном. Возможно, по этой причине у вас с этим человеком и не получается выстраивать конкретные, гармоничные, теплые отношения. Я так понимаю, что эта особенность вас очень сильно в нем бесит. Да? Вы ее не принимаете, причем не принимаете категорически. Либо вы устали от его вот именно такого поведения, когда, знаете, как на белое черное говорит. Причем ему так в нос тыкаешь и говорит: ну посмотри, ну какое же это черное, если это белое. Он говорит: нет, я вижу так. Да? Хотя он прекрасно все понимает, он прекрасно все видит. Знаете, это вот именно ну, вот такая негативная приобретенная черта, с которой ему некомфортно жить, но по-другому жить он не умеет. Да, у него есть от вас секреты, да, он очень многое от вас скрывает, да, либо говорит, ну, понимаете, плюс-минус, да, либо все, что он вам говорит, нужно сразу делить там на 5, как минимум. Это неприятно, но это поправимо. Вот честно вам скажу, потому что, да, я видела последнюю карту, это поправимо. Следующий момент. Мужчина очень яркий, мужчина очень харизматичный. Есть в нем какой-то такой чертенок, который, ну, вас обезоруживает, да. Мужчина может как-то посмотреть, либо как-то там комплиментик вам отпустить, и вы прям таете в его руках. Мужчина умеет ухаживать, мужчина умеет найти ключик к вашему сердечку. Есть в нем что-то хорошее, такое неуловимо хорошее. Вот то, что вас к нему тянет, то, что вас радует, да, вот именно в этом человеке вас это радует. Также мужчина может очень красиво ухаживать, на самом деле может ухаживать. И мужчина, кстати, способен на очень красивые, очень яркие эмоции, чувства и действия. Да, он на это способен, у него есть в этом потенциал. И, кстати, любовник, он очень-очень хороший, страстный любовник.
Следующий аркан мне говорит о том, что человек, возможно, сейчас, в данный период времени, озадачен какими-то бумажными вопросами, да, либо денежными, либо бумажными вопросами, либо сейчас у вас отношения больше вот как по переписке идет, либо вы ждете от него какого-то сообщения, какого-то письма. Девочки, что-то тут у него стопор. Здесь у него совершенно не получается. Либо ему кто-то не дает документов, либо с деньгами у него какие-то проблемы, либо он вам, например, написать хочет, а написать-то нечего. Да? Как говорится, похвастаться-то нечем. Правду писать он не хочет, потому что он, да, по аркану мыши привык приукрашать действительность, искажать действительность. Да? Может быть, он что-то и пишет, но стирает. Либо, знаете, как в стол пишет. Да? Пишет вам сообщение и не отправляет. Кстати, у кого-то отыграется, что мужчина, может быть, вам стих решил посвятить, да, написал, но еще не прочитал. Так, ну и последний аркан говорит о том, что мужчина хочет перемен. Не просто даже хочет, он на пути к этим переменам. Ему хочется начать заново, с чистого листа, по-новому, обнулиться в жизни, да, отказаться от всей той скверны негатива, который был. Был, в принципе, в его жизни и был между вами. Понятно, что он тут перед вами виноват, накосячил, там, врал вам с 3 короба. Он все это хочет подтереть, он во всем этом хочет покаяться, раскаяться и больше этого не допускать. Знаете, в прямом смысле слова, я хочу похоронить свое прошлое, я хочу от него отказаться, да, откреститься, забыть. Да? Забыть, я хочу жить по-другому, я хочу других отношений. Либо да, я хочу на новый уровень вывести свои отношения, хочу быть другим, я хочу быть лучше, чем я есть. Да? Вот как даже мольба, помоги мне избавиться от этого прошлого, помоги. Я все для тебя сделаю, да? Только протяни мне руку. Да? Похороним это прошлое, забудем все, что было негативное и начнем вот заново. Такой посыл идет. Девочки, человек, конечно, такой с приветом, но в нем и положительное есть. Да? Он может исправиться, он может стать другим, он может. И вы его не забывайте, вы его не оставляете, потому что вы это знаете. Вы чувствуете в нем тот позитивчик, тот потенциал, которым он обладает. Несмотря на то, что вам там могут родственники, подруги говорить, ну вот с кем ты связалась, боже, зачем тебе нужен этот мужчина, ты посмотри, оторви и выброси. А вы говорите, нет. Нет, я ведь знаю, мое сердце не обманешь. Он хороший человек. Просто ему надо помочь, да? Просто надо помочь исправиться. Так, ну что, приходим к отсыпке. Теперь понятно, откуда все эти противоречия, потому что здесь одна сторона говорит о человеке как о таком раздражителе, об обманщике, ну, человеке, способном на даже какую-то ложь, серьезную ложь. А с другой стороны, высшие силы тут говорят, что у него очень прекрасный потенциал. Потенциал, какие-то возможности его ждут. Знаете, ему действительно нужна ваша рука помощи. Вы не просто так встретились с этим человеком. Вы его шанс. Вы в прямом смысле его шанс на то, чтобы выйти из этой всей скверны, выбраться из этого болота и в жизни чего-то добиться. Да? Вот круто поменять свою жизнь. Что происходит в его жизни? Во-первых, он еще общается с какой-то женщиной, с еще одной женщиной. Я не знаю, секрет это для вас, либо вы уже давно об этом знаете. Есть еще одна женщина в его жизни. Этой женщине он точно так же, как и вам, очень много врет. Да, рассказывает всяких небылиц, там, придумывает какие-то невероятные истории. У кого-то даже отыграется, что он у этой женщины, ну, допустим, деньги берет. Да? А у кого-то отыграется, что наоборот, он этой женщине деньги отдает, кстати. Неважно, в общем, неважно. Эта женщина есть, и ничего тут не поделаешь. Она и раньше была, и сейчас она есть. Женщина, которая, в отличие от вас, не обладает таким большим сердцем и такой большой душой. И эта женщина, она больше, знаете, какая-то корыстная, да? Либо она этого мужчину использует в своих целях. А он у нее как будто бы на крючке, да? На цепи сидит, как цепной пес он для нее.
Ему очень хочется от этой женщины как можно дальше быть, как можно дальше убежать. Но пока у него не получается. И если он вам говорит, что она ему никто, и он к ней ничего не испытывает, он говорит вам правду. Он говорит вам правду. Если он вам говорит, что я хочу выйти из-под ее влияния, я хочу, ну, скажем так, отделиться от этой женщины, он тоже говорит вам правду. Мои хорошие, да, сложно, конечно, вычленить, где он правду говорит, где он лжет, но вот именно в этих моментах это так. Эта женщина может быть его, ну, не знаю, любовницей, может быть его женой, может быть его мамой, да, как бы там ни было, но он хотел бы быть от нее подальше. Пока не получается. Следующий момент. Следующий момент связан с его финансовым положением, с его финансовыми делами. Очень похоже на какую-то темную, мутную историю. Знаете, как будто бы попал на деньги. Может быть, не туда вложился, не с теми связался, не в тех поверил, не тем занялся. Может быть, даже какая-то нелегальная деятельность. Да? Какие-то прям неприятности у него там, очень серьезные неприятности. И он просто в них тонет, девочки, он в них тонет. Но я сразу скажу, что он выберется, да, он выплывет. В какое бы, извините, говнище он ни попал, но он оттуда выберется. Да, запах будет долго еще сохраняться, да, этих неприятностей, но он оттуда выберется. Правдами, неправдами, там, взятками, я не знаю чем, но он оттуда выберется. Это ему идет прям такой, знаете, удар по причинному месту, такой очень четкий, отрезвляющий удар, чтобы до него наконец-таки дошло, что деньги нужно зарабатывать по совести, по справедливости, что деньги нужно зарабатывать не хитростью, а умом и талантом. Он очень, кстати, талантливый человек, очень умный человек, но почему-то все время его тянет куда-то влево. То ли врожденное, то ли обретенное, я не могу сказать. Но есть такая особенность. Вот этот случай, который сейчас происходит, он уже крайний. Крайний. После него этот мужчина, он уже за голову возьмется, это 100%. Так, еще важный момент. Связан с какой-то поездкой, которая ему предстоит. Поездка. Поездка как будто бы куда-то в ад. Вы меня простите, может быть, я даже кого-то напугаю сейчас. Я не хочу вас пугать, я просто хочу вам объяснить. У вашего мужчины сейчас какой-то критический период жизни, момент, да, период жизни, который его как момент родов, да, вот когда ребенок проходит через эти родовые пути, да, он теряет свое это место комфорта, испытывает жуткий страх, стресс, я не знаю, даже болезненные ощущения, и вот он появляется в свет, он открывает глазки, он видит свет. Пока он у мамочки в животике сидел, да, было темно, было хорошо, но темно, а сейчас он откроет глазки и увидит этот огромный прекрасный мир со всеми плюсами и со всеми минусами. У мужчины сейчас какой-то момент действительно перерождения. Либо произошло какое-то событие, которое для него воистину будет как второй день рождения. Да, бывают такие ситуации, неприятные ситуации, когда жизнь просто вот мигом пролетает перед глазами, да, вот от рождения до сегодняшнего дня. Вашего мужчину высшие силы очень круто проучили. Знаете, хочется сказать, зажали со всех сторон. Да, вот эти ему пути родовые устроили не просто так. Абсолютно не просто так. Его хотят спасти. Не дать его душе погибнуть. Вот, в прямом смысле слова спасти. Для чего? Ну, во-первых, для вас. Во-вторых, для того, чтобы этот человек смог себя реализовать. В будущем у этого мужчины я вижу роль такого, знаете, мецената, филантропа, добродетеля, очень милосердного человека, который помогает не только людям, но и животным. Да, вот настолько он расправит плечи, настолько он помудреет, поумнеет, что сможет и заработать на себя, на семью, на все, что ему, например, необходимо, нужно. И плюс будут излишки, которые он будет в виде доната, в виде помощи, в виде какой-то спонсорской поддержки раздавать всем тем, кому она необходима. Да.
пройдя сквозь ад, человек поймет, найдет даже и поймет, и найдет свое место в этой жизни. Ему нужна верная подруга. Такой верной подругой, таким верным другом, подругой, да, проводником можете стать именно вы. По крайней мере, вы на эту роль идеально подходите. Просто идеально. Другой вопрос, захотите ли вы это делать? Нужно ли это вам? Вообще, в принципе, да, как вы к этому относитесь, это другой вопрос. У вас вот совсем в ближайшем будущем будет выбор, как поступить. Послать этого мужчину на небо за звездочкой, либо все-таки дать ему еще один шанс. И я вижу, что он у вас слезно будет просить второй шанс. Как вы поступите? К сожалению, я не знаю. Да и не хочу на самом деле знать. Да? Пусть это до поры до времени будет вот таким большим вопросом. Почему? Потому что произойдет еще одно очень важное событие. Событие это называется новое знакомство. Девочки, вы с кем-то совсем скоро познакомитесь. Ну, буквально вот там, я не знаю, в течение нескольких дней. Да, там, 2 дня, 5 дней, может быть, там 15 дней, да, вы с кем-то познакомитесь. Вы познакомитесь с мужчиной, который будет абсолютная противоположность тому, кого вы загадали. И вот здесь действительно будет вопрос. И вот здесь действительно нужно будет подумать. Я, как женщина, с вами солидарна. И, конечно же, я всей душой за то, чтобы каждая моя зрительница была счастливой женщиной. Вот именно в том представлении счастья, которое вы для себя желаете. Поэтому не хочу и ковырять, не хочу вас, ну, грубо говоря, подводить к тому или иному решению. Я не хочу влиять на ваше решение. Пусть случится так, как это случится. Что вы должны знать для себя? У того, кого вы загадали, шикарный потенциал. Но чтобы до этого потенциала дойти, нужно еще не один пуд соли съесть. Если вы готовы, если вы любите соленое, ну, как говорится, милости просим. Если вы не хотите, делайте правильные выводы. Смотрите, мужчина в жизни добьется, ну, по-любому добьется. Рано или поздно он дойдет до этой славы, до этого зенита, до этих денег, до этой популярности, не знаю, знаменитости, он до этого дойдет. До пикового значения он дойдет. Как долго он к нему будет идти? Ну, опять же, да, все люди разные. Я не знаю, я не могу сказать. Вам нужно жить здесь и сейчас. Да? Вы и так очень много нервов потратили. Очень много вижу ваших переживаний, страхов, слез, обид на этого человека. Надо жить, девочки, надо жить и жить для себя, жить в свое удовольствие. Если есть дети, для детей жить. Да? Себя ущемлять нельзя. Нельзя, просто нельзя. Это неправильно. Когда вы сами себя, как говорится, уговариваете побыть немножко несчастной ради какого-то эфемерного будущего, но это ошибочная позиция. Такого не должно быть в жизни. Выбирайте, девочки, себя. Вот выбирайте себя и то, как вы считаете, будет лучше для вас. Вот это, наверное, самая правильная позиция. В вашем будущем я вижу вас с мужчиной рядом, под одной крышей, в очень классной позиции, когда вы с мужчиной, видимость идет, как будто бы вы на равных, но по факту вы главнее в семье, чем, например, мужчина. Либо последнее слово остается за вами. Да, а мужчина с радостью прислушивается к вашему последнему слову и, как говорится, его исполняет. Я не могу сказать, кто это будет. Вот этот, кого вы загадали, либо новый, с кем вы вот буквально совсем скоро познакомитесь. Думайте сами, решайте сами, выбирайте сами. Будущее ваше открыто. Здесь нет четкой линии, что вот вы именно с этим, либо нет, вы именно с тем. Да? Здесь выбор, вариабельность вашего будущего. Кого бы вы ни выбрали, вы будете счастливой. Вы будете в своей семье. Вы будете любить, и вы будете любимы.
Здесь, как говорится, на роду написано быть счастливой. И, кстати, счастливой никогда не поздно быть, вот чтобы вы понимали. И не писали мне в комментариях про свой возраст. Девочки, возраст любви и счастью не помеха. Понимаете, не помеха. Вот. Счастливой вы точно будете под своей крышей, да, со своим любимым человеком. И со своим любящим человеком, да, и так правильно сказать. Так, и еще, девочки, я у вас вижу еще какую-то вашу реализацию. Реализацию, какой-то всплеск, потенциал. И прям небеса вам какую-то возможность откроют. Может быть, вы чем-то хотите заниматься, либо вы хотите зарабатывать, либо вы хотите какую-то карьеру себе создать. Это будет, по крайней мере, дорожка туда такая широкая, прям протоптанная для вас, она точно откроется. Вот, ищите себя, занимайтесь собой, реализуйте себя. Не думайте в этих мужиках. Господи, видите, мужики, они так приходящие, уходящие, да? А ваше счастье, оно должно быть в приоритете. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.